Пришло время рассказать о последних событиях. В студии Мухаммед Зикиреев. Здравствуйте. Прямо сейчас о главном. Вопросы инфраструктуры. Члены президиума движения крымско-татарского народа Крым посетили Симферопольский район. Пешком по шпалам жители станции Перегон-Джанкой-Богемка жалуются на дороге. Сюрприз и цветы. Аэропорт Симферополя удивил представительниц прекрасного пола. Вековой юбилей. Жительница поселка Почтовая Бахчисарайского района Асия Абдулаева отметила свое столетие. Бойцовский характер. В Суворовской школе Сакского района прошли соревнования по вольной борьбе. Крымские здравницы встречают гостей. Вторая группа детей из города Сибай приехала в Крым. По сообщению пресс-службы Министерства курортов и туризма Крыма, 250 детей в сопровождении сотрудников образовательных учреждений, медработников и воспитателей пройдут плановое обследование и комплекс оздоровительных процедур в городе Евпатория. Ребята пробудут в Крыму 2 недели. За это время им покажут достопримечательности не только Евпатории, но и других курортов республики. В то же время образовательный процесс во время отдыха не остановят. Педагоги, сопровождающие детей, будут регулярно проводить занятия. Строительство жилья для репатриантов, детских садов в местах компактного проживания крымских татар, реставрация мечети. Члены президиума движения крымско-татарского народа Крым посетили Симферопольский район. Подробнее расскажет Айша Шулакова. Несколько единиц техники, десятки рабочих. Масштабные работы на этом объекте не прекращаются до поздней ночи. Строители уже возвели 2 многоэтажных здания. Кровельные работы на стадии завершения. Уже идет внутренняя отделка квартир. Это будущее жилье для репатриантов. 2 дома на 320 квартир. Возводят их в поселке Гвардейское Симферопольского района. Здесь следует отметить, что мы с подрядчиком проговаривали, что в квартирах будет минимальная сантехника, уже находиться газовые плиты. Совершенно верно. Чистовая отделка. Да, это в наше время уже немаловажно. Теперь полностью ликвидируется потребность в жилье для репатриантов по всему району. Новый год очередники встретят уже в своих собственных квартирах. На сегодняшний день в рамках этой программы у нас в очереди стоит 200 человек, то есть у нас еще в резерве остается 120 квартир. Мы планируем рассмотреть вопрос возможности обеспечения вот этими квартирами социально незащищенных слоев населения. То есть это внеочередники, первоочередники, где-то многодетные и так далее. А это будущий детский сад в поселке Молодежное. Архитекторы разработали уникальный проект. В центре здания будет световой колодец. Внутри здания установят лифты. Здорово, город чувствуется такая добрая. Уже летом 260 детей пойдут в современный новый детский сад. Первый этаж у нас определен под ясельные группы, второй этаж уже более взрослые, зимний сад, пищеблок. Общественники не оставили без внимания и культовый объект в селе Андрусово. Мечеть Тахтаджами – визитная карточка Добрывской долины. Скоро здесь начнутся реставрационные работы. Здание в аварийном состоянии. Совместными усилиями жителей было собрано около 1 миллиона рублей. Главное, чтобы по срокам видно было и для джамата понятно, что мы успеем до холодов. В мечети сделают капитальный ремонт, отремонтируют кровлю, сохранят традиционный орнамент. Минарет останется прежним, а вот купол возведут новый. Центральный купол над основным молельным залом и 3 купола над входной зоной с балконом. В рамках рабочей поездки посетили и село Новый Сад. Здесь живет семья Ибраимовых. Общественники и представители власти пришли поздравить их с новосельем. Вручили ключи от квартиры и документы на жилье. Правительство не отвернулось, а помогло. Очень благодарна. Спасибо большое. Можно сказать, мечты сбываются. Да. Можно и так сказать. Машалла, поздравляем вас искренне. Сергей Олегович сейчас передаст вам документ, который закрепляет право собственности за вами. Раньше Ибраимовы жили в Курганном, но после пожара в прошлом году они остались на улице. Администрация Симферопольского района по программе межнационального согласия для семьи купили жилье. Они равнодушно и помогли мебелью и необходимой техникой. Большое спасибо нашему правительству, джамату, конечно, тоже большое спасибо. Все как могли, помогли. Итоги рабочей поездки подвели в Добровском доме культуры. Здесь собрались активисты из различных сел Симферопольского района.
Людям очень приятно то, что на любой вопрос, когда задают они, человек компетентно встает и отвечает на него. Это такая взаимная связь получается и на доверии. И вообще мы видим, что люди очень довольны после нашей любой встречи. Следующий выезд Президиума движения «Крым» планирует на юго-запад полуострова. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Новое назначение указом главы республики Эльмар Мамбетов назначен заместителем председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. Напомним, ранее он занимал должность заместителя главы администрации города Евпатория. Если бы я был президентом, крымчане приглашают к участию во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Заявки принимаются до 18 марта. Итоги конкурса будут подведены в апреле в рамках Всероссийского молодежного законотворческого форума. Один человек погиб. На улице Заречной в Алуште рядом с одной из хозпостроек произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Возбуждено уголовное дело. Причины выясняют следователи, как и обстоятельства пожара в Керчи. Из огня спасли 4 человека, 12 эвакуировали из 5-этажного дома. В селе Лесновка Сакского района вспыхнул газовый баллон в частном доме. К счастью, никто не пострадал. В Симферополе возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко, известного украинского писателя и художника. Отдать дань памяти великому Кобзарю собрались религиозно-общественные организации Крыма. Тарас Шевченко внес огромный вклад не только в украинскую, но и в мировую литературу. В его стихах красной линией проходит та мысль о том, что русские, украинцы, белорусы – это единый народ. Вот, мы об этом не забываем. Крымские украинцы об этом помнят. Пешком по шпалам до цивилизации приходится добираться жителям станции Перегон, Жанкой и Богемка. Единственная дорога поселка после дождя превращается в большое болото. Когда местные власти начнут ремонт, выясняла Султания Ситакаева. Вместо асфальта ямы да ухабы. Помятая временем земляная дорога после дождей превращается в настоящее болото, где невозможно ни пройти, ни проехать. Пенсионерка Татьяна Брагина жалуется на бездорожье. Она каждый день провожает внука в Изумрудненскую школу. Для них выход из дома – настоящее испытание. Первая железная дорога, после 3 километра пешком по полю. Все скользко. Того и глядишь, я вот одна иду пока за ним, забрать его из школы. Я сама боюсь, что я сейчас раз нога подскользнется и вот в дренаж сама упаду. Жители говорят, они отрезаны от цивилизации. По дороге не могут проехать даже машины скорой помощи. Детей сложно возить в школу. Пустить общественный транспорт невозможно. Таксисты отказываются приезжать. На нашем километре нету ни магазинов, ни больницы, ни аптеки. Живут здесь люди с маленькими детьми, пожилые люди, пенсионеры, которым даже элементарно купить хлеб нужно как-то добраться до города, либо до Изумрудного через ту дорогу, которую вот вы уже видели. Жители обращаются во все инстанции, пока безрезультатно. Пока нам ничего не сделали и сказали, что это паевая земля, здесь ничего делать не будут, но он попробует договориться с арендаторами. Глава Изумрудненского сельского поселения сообщил, деньги на ремонт дороги в этом году не заложены в бюджете, но пообещал решить проблему по развозу детей в школу. Я уже обращался в этом поводу в районную администрацию, в отдел образования. Будем обращаться снова в районную администрацию и говорить им о том, что действительно есть такая необходимость. На сегодняшний день ремонт дорог выполнен только на одной улице в селе Калиновка. В планах залатать и центральные улицы других поселков. Султания Ситакаева, Владислав Кравцов, телеканал «Миллет». Застройщики отказались предоставить правительству Крыма контакты обманутых граждан. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, в настоящий момент собирается информация для составления реестра обманутых дольщиков Крыма. Евгений Кабанов признал пострадавших участников долевого строительства обращаться в приемные МВД и прокуратуры республики. Смертельное ДТП на трассе Таврида. В районе поселка Зуя произошла авария с участием легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. К сожалению, одного из водителей спасти не удалось.
На трассе Таврида возобновилась укладка асфальта после сезонного перерыва. Об этом сообщает Крыминформ. Работы ведутся в районе села Пролом между Белогорском и Феодосией. При этом на открытом участке путепровода от Керчи до Симферополя продолжается установка барьерного ограждения. Масштабные работы идут на 5-м, 6-м и 7-м этапах строительства трассы. Данный участок готовят к асфальтированию и устанавливают искусственные сооружения. Тюльпан каждой пассажирки. В аэропорту Симферополя представительниц слабого пола поздравляют цветами, а «Зеленая стена» в праздничный день приготовила гостям отдельный сюрприз. Все подробности в нашем следующем сюжете. У дверей выхода в аэропорту Симферополя женщин встречают разноцветными тюльпанами. Очень приятно, неожиданно, что так открывается двери и тебя встречают с красивыми тюльпанами, молодые мужчины. Очень приятно. Неожиданно, но очень приятно. Подарок гостям полуострова в Международный женский день. Приятный сюрприз – всероссийская акция, в которой участвуют студенты и волонтеры. Я считаю, что девушек надо всегда дарить им цветы, не только 8 марта, но сегодня особенно. Как раз к нам прилетают гости из разных уголков России. Им будет приятно получить крымский подарок уже в аэропорту. Без внимания не осталась ни одна представительница слабого пола. Подарки подарили и сотрудницам аэропорта, работающим в праздничные дни. Принято именно 8 числа для того, чтобы подчеркнуть и саму весну, и радость и женщин, их ценность. Да? Волонтеры всей страны дарят цветы. Дарят их как в социальных учреждениях, так и вот в аэропортах, в общественных каких-то местах, для того, чтобы подарить капельку радости. Цветы и поздравления не единственный сюрприз для пассажиров. В ночь на 8 марта зацвела знаменитая «Зеленая стена» аэропорта. Одно из интересных событий, которое сегодня произошло в аэропорту Симферополь, к 8 марта зацвела наша «Зеленая стена». Самая большая в Европе стена из растений, размещенная внутри здания. Сегодня, в день 8 марта, начала цвести. Это такой сюрприз и подарок для наших пассажиров, для замечательных женщин. 150-метровую стену украсили белыми и фиолетовыми хризантемами. Это тонкая работа и точный расчет фитодизайнеров. Мы решили в день 8 марта поздравить всех женщин, прекрасный пол. Таким образом сделать так, чтобы стена зацвела. Таким образом сегодня вы можете наблюдать, как на стене распустились около 200 растений хризантем. Праздник волонтеры поздравляли женщин не только в аэропорту, но и по всему городу, даря радость тем, кто в этот праздничный день работал. Энвер Аблезис, Аким Бекиров, телеканал Милет. Полна сил, энергии и радости. Жительница поселка Почтовая Бахчисарайского района Асия Абдулаева отметила свой 100-летний юбилей. С долгожительницей познакомилась Наджия Исаева. Несмотря на свой преклонный возраст, Асия Ханум встречает гостей сама. Здравствуйте. С днем рождения вас, моя хорошая. Здоровья, радуйте нас. Пылесос и мультиварка. О таких подарках именинница мечтала давно. Мечту осуществил депутат Госдумы Руслан Бальбек, узнав о желании долгожительницы. Думали, как вызвать улыбку. Я придумал Рифату Якубовичу, говорю: Рифат, подумайте, что. Он говорит, либо то, либо другое. Мы решили вот и то, и другое. Она что-то хотела? Парламентарий был поражен добротой и искренностью Асия Ханум. За чашечкой кофе он поближе познакомился с ее дружной семьей. А мне просто интересно, я почему, я извиняюсь, что не интересуюсь, когда Бузмакелер вижу, по внешности можно понять родословного человека. Очень интересно с привязкой к родовому селению. Просто очень интересно. Непростая судьба досталась этой маленькой улыбчивой женщине. Война, депортация и долгожданное возвращение на родину. Молю Всевышнего, чтобы никто не пережил такие трудности, что были у меня, чтобы всегда были счастливые. Эти дети меня смотрят и оберегают, дай Аллах им счастья. У Асия Ханум не было своих детей, 30 племянников и 12 правнуков. Воспитывает как родных. В свои 100 лет она не утратила житейской бодрости.
Трудолюбие и оптимизм позволили ей дожить до такого возраста в добром здравии. Поздравители пожелали имениннице процветания и пообещали прийти на 101-й день рождения. Наджия Исаева и Асан Зивадинов. Телеканал Миллет. Вольная борьба продолжает предоставлять публике новых победителей. В этот раз за первенство сражалось более 100 юношей. Соревнования прошли в Суворовской школе Сакского района. Подробности в следующем сюжете. Правильная постановка рук, ног и тела – залог успеха. Главное – положить соперника на лопатки. Сидхалил Абхаиров увлекся вольной борьбой 4 года назад и уже не раз побеждал. В этот раз соперник оказался очень непростым. Ему нельзя было в ноги пройти, он их сильно защищал. Он руки поднял, и я ему прошел в ноги. В этом спарринге победил Сидхалил. В борьбе за 3-е место не уступил сопернику и Айдер Ягьяев. Он не давал мне сделать приемы ему, но я его выталкивал за ковер и зарабатывал баллы. По словам организаторов соревнований, на татами собрались лучшие борцы Сакского района. Эти ребята только начинают, это младший возраст у нас получается. Но некоторые уже себя очень хорошо зарекомендовали у нас в Крыму. Тут есть ребята, которые являются победителями крымских многих соревнований. Поддержать ребят приехали и двукратные чемпионы по борьбе куреш в Крыму. Иззят Кадыров отмечает, несмотря на юный возраст, многие имеют хороший потенциал. Надо бороться с умом, с головой. Так что я думаю, наши дети покажут хороший результат на чемпионате Крыма и на чемпионате России. В завершении соревнований победителей призовых мест наградили медалями и дипломами. Фатиме Сейдаметова, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. В Крыму прошел очередной футбольный уикенд. Команды сыграли 16-й тур чемпионата премьер-лиги КФС. Бахчисарайский «Кызылташ» уступил дома молодежнинской Крымтеплице. И еще ни разу красно-белым не удавалось обыграть тепличников. Капитан бахчисарайцев объяснил причину поражения в проваленном втором тайме, в нереализованных моментах, а также плохих действиях в защите. Как-то у нас непонятно. Первая игра вроде ничего. Я имею в виду саму игру. Результаты понятно. Сейчас вообще ноль. Она, конечно, неудобная для нас. Мы у нее ни разу там не выиграли. Но это можно было как-то на характере хотя бы. Но мы вообще просто все... я даже не знаю, что сказать в этом. Поединок не только завершал программу 16-го тура, но и был своего рода битвой за медальную зону. На момент матча оба коллектива в турнирной таблице разделяли всего 2 пункта. На кону было намного больше, нежели рядовые 3 очка. Подогревали интерес болельщиков к игре результаты ближайших конкурентов. Керченский «Океан» и Ялтинский «Инкомспорт» свои встречи проиграли. Однако «Кызылташ» не воспользовался осечкой конкурентов. Конечно, на каждую игру готовимся, на каждую игру смотрим, изучаем соперника. Сегодня так говорю. Просто этот быстрый гол нас выбил из колеи, получается, второго тайма. Поэтому ребята побежали отыгрываться, получили контратаки. Одну контратаку, вторую контратаку. Результат. Сегодня после вечерних выпусков новостей не пропустите наш специальный репортаж «5 лет с Россией. Развитие медицины». Ежедневно мы информируем о самых актуальных новостях Крыма. Если вас беспокоит проблема, либо есть социально важные достижения, сообщайте в нашу службу новостей по номеру и электронному адресу, который вы видите на своих экранах. Такими были новости дня. Оставайтесь с нами.